Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале ТУВА-24. В студии Даджусат и коротко о главном. В преддверии праздника Шага в нашу республику с рабочим визитом прибыл гендиректор ПАО «Россети». В столице Тувы наградили отличившихся деятелей науки. На базе Центра общения старшего поколения девушки, женщины, бабушки провели между собой соревнования по тувинской традиционной игре. В Кызылском колледже искусств презентовали сборник произведений «Куреш Ола Дамба». В региональном правительстве состоялось рабочее совещание с участием главы Тувы Владислава Хавалыга и генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина по вопросам совместной реализации комплексного плана энергоснабжения и инвестиционных проектов. С подробностями далее. В преддверии национального праздника Шага в Туву прибыл генеральный директор и председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин. Вопросы, которые обсуждались на сегодняшнем совещании, играют ключевую роль в развитии республики. Это касается и реализации крупных горнодобывающих инвестпроектов, так и социальной сферы. К примеру, подключение Тоджинского района к централизованному энергоснабжению. С 2022 года мы начали реализацию совместно с Россетями комплексные планы энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах, который создает историческую возможность подключения к централизованному энергоснабжению Тоджинского района. По словам Андрея Рюмина, Тува является одним из приоритетов инвестиционной программы группы «Россети». Так, в прошлом году в республику компания направила около 20 миллиардов рублей на развитие энергетической отрасли. В 2024 году сумма достигнет 25 миллиардов рублей. Только что обсудили основные проекты, которые есть. Сегодня мы посетили реконструкцию по станции Кызыльская 220 киловольт. Работы идут в соответствии с утвержденными графиками. Мы планируем в конце года завершить полностью реконструкцию. Поэтому я считаю, что у нас такая очень серьезная инвестиционная программа, огромные вложения, да, очень большие средства. И с учетом того, что мы сегодня обсудили, все идет в графике, мы все выполним в срок. Глава Тувы Владислав Хавалых и гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин вместе посетили реконструируемую подстанцию. В результате модернизации мощность объекта вырастет более чем вдвое, что позволит подключать новых потребителей. Планируем закончить работы, значит, пусконаладочные работы. Заканчиваем в конце 2024 года, сдается все оборудование в 2025 году. Для республики это стимулирующий экономический рост, а также надежность электроснабжения потребителей бытового и промышленного сектора города Кызыла и прилегающих районов. Реконструкция подстанции Кызыльская даст мощный импульс всей инфраструктуре столицы республики. К примеру, набравшему высокие темпы строительству жилья. Основное партнерство республики и компания «Россети» ведет в рамках реализации комплексного плана энергоснабжения Тувы, стартовавшего в декабре 2021 года при поддержке президента страны. Новые энергомощности, новые возможности для развития всего региона, всех сфер жизни. И это, прежде всего, такие перспективные разработки, такие перспективные месторождения, полезных ископаемых. Вы знаете, это Аксусское месторождение, перевод Олунсин на централизованное, так скажем, электроснабжение. Отмечено, что в числе ключевых мероприятий, помимо электроснабжения Аксукского, Кызылташтыкского и Карабельдырского горнообогатительных комбинатов, разрабатывающих месторождения золота и полиметаллических руд, входит строительство новых питающих центров на северо-востоке и юге региона. Мирген Юн, Буян Мангуш, Чайхан Донгак, Маргарита Мангуш, телеканал ТУВА-24. Минэкономразвития Тувы презентовала модернизированную информационную систему «Инвестиционный портал Республики Тува». Минэкономразвития Тувы презентовала модернизированную информационную систему «Инвестиционный портал Республики Тува». Сайт удобен для взаимодействия инвесторов, бизнес-сообществ и органов власти для эффективной реализации инвестиционных проектов республики. Он доступен по ссылке www.ituva.ru. Запуск портала – одна из мер по корректировке показателей республики в национальном рейтинге инвестиционного климата. Рекомендации были даны экспертами Агентства стратегических инициатив, которые приезжали в республику летом прошлого года по договоренности главы Тувы Владислава Хавалыга с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. В Минэкономразвития поясняют, что обновленный портал с подмодулем ГИС «Инвесткарта» работает в режиме одного окна, облегчая доступ к информации о финансовых и нефинансовых услугах для бизнеса, государственных мерах поддержки со стороны различных министерств и ведомств. На интернет-площадке собрана информация о мерах поддержки начинающим и действующим предпринимателям по субсидиям, займам, грантам, налоговым льготам и другим преференциям. На платформе размещены интерактивная инвестиционная карта республики и рейтинг инвестиционной привлекательности муниципальных образований. Описаны крупные инвестпроекты, актуальное состояние инвестиционного климата,
Туда же внесены данные по инженерной и транспортной инфраструктуре, земельным ресурсам в ракурсе перспективного инвестиционного развития, инвестиционным площадкам и преференциальным режимам, полезным ископаемым региона. В режиме реального времени доступна информация о действующих тарифах на электроэнергию, твердое топливо, сырьевую и энергетическую базу. 8 февраля отмечается День российской науки, который напоминает о важности научных исследований, их значимости для общества и развития региона. В Тугу прошло собрание научных сообществ республики, а также церемония награждения отличившихся исследователей. Тему продолжит Инна Клоян. Этот день для ученых наполнен славой научных открытий, трудом талантливых умов и стремлением к новым горизонтам знаний. День российской науки – это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности. Государственными наградами отмечены 7 участников, среди которых Валентина Сузукей, которая уже 40 лет занимается научной деятельностью. Защитила сначала кандидатскую, затем докторскую диссертацию. Ею изданы 26 научных трудов, в том числе монографии, более 100 статей в разных научных журналах. Валентина Сузукей награждена медалью Республики Тыва за доблестный труд. Наш институт – первое академическое научное учреждение вообще в республике. И когда после вхождения в Советский Союз начинали развивать письменность, грамотность, подготовку учебников, словарей, вот это все легло на наш институт. Поэтому в нашем институте языковеды, филологи, историки, археологи, ну и культурологи, музыковеды. Позже у нас экономическое вот это направление и прикладное направление открылось. Я, конечно, очень благодарна нашему правительству и нашему институту, потому что это инициатива нашего института, за высокую оценку моего скромного труда. Был также отмечен вклад в науку Оксаны Аюн, кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории Тувинского государственного университета. Стаж работы в сфере образования более 30 лет. Получила благодарность от главы Тувы Владислава Хавалыга. Мы занимаемся, как все преподаватели Тувинского государственного университета, образовательной деятельностью, воспитываем подрастающее поколение, готовим будущих учителей истории, обществознания, права, экономики. Ну и, конечно же, занимаемся наукой. Разрабатываем учебные пособия, выигрываем гранты. В этом году, допустим, мы только завершили грант про образование ТНР и вхождение ТНР в состав СССР, РНФ. И успешно выпустили монографии, летописи, статьи, пособия. Эта работа будет продолжена. Ученые также были удостоены наградами от Верховного Хурала и сенатора России Дины Аюн. На мероприятии присутствовали представители образовательных и научных организаций, а также молодые ученые и студенты, интересующиеся наукой. На сегодняшний день в Туве существует 7 научных организаций, каждая из которых имеет свою научную летопись. Мероприятие очень значимое, потому что оно будет приурочено 300-летию празднования Российской академии наук. Еще одно важное мероприятие для Республики Тува – это 80-летие вхождения Тувы в состав РСФСР. Тоже приурачиваем к этому Дню науки. Потому что научный потенциал, который работает сейчас в республике, идет большие научные исследования, которые на развитие нашей республики. Глава Тувы поздравил в своем блоке научное сообщество республики и отметил, что этот праздник сплотил людей, обладающих талантом, творческими способностями и умением добиваться своих целей, посвятивших себя новым разработкам, исследованиям и открытиям.
В этом году Тува отмечает 80-летие добровольного вхождения в состав СССР. В рамках юбилейных мероприятий мы планируем провести научно-практическую конференцию, посвященную перспективному развитию республики. Уверен, что наши ученые примут в ее подготовке и проведении самое активное участие, сформируют актуальную проблематику и предложения на основе своих уникальных исследований и глубоких знаний особенностей региона. Уважаемые ученые, преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, желаю вам новых ярких открытий, успехов в созидательном труде. Торжественное собрание стало поводом для проведения итогов научной деятельности, обмена опытом и идеями, общения и объединения научного сообщества в стремлении к новым достижениям и открытиям. Инна Клаян, Чайхан Дангак, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24. И в продолжении темы в Республиканском избирательном штабе состоялся круглый стол, посвященный Дню российской науки. Основными вопросами обсуждения стали место науки в жизни человека и приоритетные направления научной исследовательской деятельности сегодня. Ответы на эти вопросы и не только получила и наша съемочная группа. На сегодняшний день наука Тувы вносит огромный вклад не только в российское, но и во всемирное общество. Один из недавних примеров – это создание экологичной печки ученым Тувинского госуниверситета Сергеем Дамдыном, изобретение которого заинтересовало не один регион России. Мне кажется, даже тогда, когда мы об этом не думаем, на самом деле вот те или иные и технические блага, и блага какого-то другого плана – это ведь результат кропотливой работы многих ученых. Не всегда это видно. И не всегда мы результат воспринимаем, что да, действительно, ведь это задача ученых. Что касается нашей республики, то мне кажется, здесь очень много уже реализуемых направлений. Конечно, это и гуманитарное направление, это сохранение нашего культурного наследия. Одной из тем обсуждения стал вопрос наставничества нынешними учеными над студентами Тувинского госуниверситета. Университет является мощнейшей машиной, ежегодно выпускающей готовых ученых для свершения новых исследований во благо республики. Молодежь Тувы на данный момент где-то на 60-70% интересуется наукой. Остальные, не только наукой, но и спортом параллельно тоже интересуются, потому что на данный момент наука является главным фактором движения общества в целом. За последние годы направление работ ученых от фундаментальных наук поменяло вектор на более прикладные исследования. Для нас, как сельскохозяйственного региона, это имеет большое значение для развития экономического потенциала Тувы. Сегодня в нашем республиканском избирательном штабе мы проводим встречу с представителями научного сообщества. Здесь собрались и молодые ученые, и заслуженные деятели науки, и студенты, и волонтеры. Задача такой встречи – обсудить место науки в нашей жизни, ее основные приоритетные направления, преемственность науки. Ни для кого не секрет, что, конечно, развитие нашей страны во всех ее аспектах – политических, социальных, экономических – напрямую зависит от того, какое внимание уделяется науке и как она развивается. Итогом встречи можно считать единодушное мнение всех участников круглого стола, что еще с малых лет необходимо прививать любовь ребенка к исследовательской деятельности. Для достижения этой цели необходимо активнее привлекать школьников и студентов к различного рода олимпиадам и научным конференциям. Арлана Байду, Буян Мунгуш, Доржусат, телеканал Тува-24. 10 февраля вся республика будет праздновать Новый год по лунному календарю Шага. У каждого народа, традиционно исповедующего буддизм, есть свои обычаи отмечать этот праздник. В Тикпи молодые ученые провели встречу с молодежью Тувы и рассказали, как надо встречать Шага. Сан-Салыр – национальное одеяние, игры с семьей. Каких только не услышишь традиций празднования Шага. Абсолютно у каждой тувинской семьи есть свое мнение на этот счет, как и у нашей молодежи Тувы. Этот день мы сделаем обряд. Ранним утром мужчины зажигают сан. Это надо делать только мужчинам рано утром. И еще мы откладываем еду для духов. Делаем тувинские блюда. Манче, буза, хужур, все из мяса. Я знаю такие традиции, как Сан-Салыр, носить тувинскую национальную одежду,
готовить блюда тувинские и посещать хурай. Шага мы празднуем с семьей, празднуем в клубе, там участвуем в волейбол, разные спортивные игры. Традиции, связанные с проведением шага, описаны тувинскими учеными и писателями. Подготовка к нему начиналась глубокой осенью. Люди убирались в своем жилище, шили национальную одежду, заготавливали продукты, а также строили площадки для национальных игр. В канун праздника было категорически запрещено заниматься уборкой. Весь день посвящался готовке национальных блюд в кругу семьи. Хочется, да, чтобы наша молодежь, она читала наши работу наших ученых, которые еще вышли в 2015 году. Вышел наш сборник про шага нашего института. Также мы можем посмотреть в электронном варианте работу Адрианова 1915 года, по-моему, шага, советский Новый год и работу других ученых. Одним из любопытнейших фактов, с которым поделились ученые со слушателями лекции, коснулся и священного обряда Сан-Салыр. Оказалось, что ранее тувинцы снимали с себя одеяние, чтобы очиститься от плохих намерений. Это не единственный обычай, который со временем исчез из нашего быта. Хотим отметить, что молодые люди, они не носят кур, то есть пояс, да, когда надевают национальную одежду. Это считалось верхом неприличия, так как в основном без пояса ходили именно женщины в положении. Также ученые отметили, что по тувинским традициям употребление алкоголя в священную ночь влечет за собой гнев духов. Поэтому стоит полностью отказаться от спиртного. Арлана Байду, Буян Мунгуш, Доржусат, телеканал Тува-24. Также в преддверии Нового года по лунному календарю члены женского сообщества, а это одни из самых энергичных, неравнодушных и творческих представителей прекрасной половины человечества, организовали мероприятие в честь шага. На базе Центра общения старшего поколения девушки, женщина и бабушки провели между собой соревнования по тувинской традиционной игре «Кажик». И не только. О буднях представителей сообщества, где нет места лени и вредным привычкам, расскажет наш корреспондент Айра Асад. 5 лет назад нескольких женщин объединила тяга к здоровому образу жизни и традиционной медицине. Спустя годы круг интересов только расширился, а вместе с этим и количество членов сообщества. На сегодняшний день представителей ИТЭК-ПЖ Каданар по всей республике более 100 человек. Это наполненные энергией, любовью к жизни и всегда заботящиеся о своем здоровье милые женщины. Наше направление – это самое главное – здоровье, чтобы женщины, мужчины, все люди нашего возраста занимались спортом. Мы проводим мероприятия, уезжаем в районы, и спартакиады тоже проводим. Также, чтобы они по домам не сидели, собирались, танцевали, проводили мастер-классы, друг другу помогали, поддерживали, когда праздники, когда юбилеи. Потом очень часто ездим по направленности, с целью. Например, едем на празднование какого-то юбилея района. Очень часто бываем в местах силы. Кожеге, след Будды. Потом вместе выезжаем куда-то. Очень часто на родники, на источники. Были путешествия в Сочи, были путешествия еще в другие районы, в тот же. Это все зачем делается? Чтобы с нас брали пример все наши сверстницы, ровесники, и также наши дети, и также наши внуки. Конкурсы на приготовление разных блюд, мастер-классы, спортивные мероприятия, лекции, встречи, путешествия – это лишь малая часть всей деятельности, в которой вовлечены представители сообщества ИТЭК-ПЖ Каданар. Наряду с творчеством женщины всегда помогают в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Самостоятельно шьют теплую одежду и постоянно молятся. Всегда участвуем
благотворительности, когда собирают специальные грузы. И вот прям совсем недавно тоже собрали, сделали, сшили пояса специальные, безрукавки специальные. Это была не одна посылка, до этого тоже были. В общем, вот все направления охватываем. Хочу пожелать, чтобы весь год дракона был изобильным, а самое главное, хочется пожелать, чтобы быстрее закончилась специальная военная операция, чтобы быстрее вернулись наши мужья, сыновья, братья. За них молимся, ходим на молебны. Альфина Хертек – это человек, который был с самого начала образования группы, ее идейный вдохновитель. Основная цель нашей группы – это привитие нашей прекрасной половине здорового образа жизни. Мы во многом применяем традиционную медицину, лечимся натуральными травами. Еще одна наша миссия – это передача подрастающему поколению, детям знаний о наших традициях и быть для них всегда примером. На базе Центра общения старшего поколения представительницы сообщества ИДКПЖ Кадынар не только проводят различные мероприятия, но и репетируют свои концертные номера, танцуют и поют. В копилке репертуара уже несколько постановок. Мы здесь репетируем наши танцы, любим очень танцевать. Раньше мы, когда не было вот этого помещения, мы вообще-то репетировали вообще, как бы сказать, в огороде, вот, на улице. И очень теперь вот на улице зима, очень нам приятно, что мы в таком теплом помещении проводим свои часы досуга. Мы не только танцы репетируем, создаем какие-то мастер-классы, тоже делаем, тоже в этом же помещении. Затем здесь тоже советуемся. Следующий танец у нас тут тоже мы начали, нам подготовили, и мы теперь сочиняем эскизы. Какое платье, какой наряд или что там подобрать. Это тоже здесь совещаемся, и вот таким образом мы свою досуг проводим. Двери центров общения старшего поколения открыты и доступны для всех желающих. Есть и шахматная зона. Группа Кадынар и есть НРЛ Сеткил группа. Вот они занимаются стабильно по своим этим. А есть еще и центр общения старшего поколения в городе Кызыл, активисты. Они приходят по пятницам, проводят мастер-классы. Понедельник, среда они проводят фитнес, занятия проводят. Допустим, по средам у нас финансовая грамотность, медицинские работники приходят, банковские работники приходят по финансовой грамотности, медицинские работники проводят лекции, психолог отделения нашего социального фонда приходит. И очень много мероприятий проводится именно в этом центре. Очень интересные мероприятия идут по мастер-классам. Вот в Баруме они делали шуйкен, паштак, облепиховое масло делали. В Агдаураке очень интересные мероприятия были. Они, значит, шерсть сами спряли и навязали нашим ребятишкам в СВО носки, теплые носки, мужьям, детям своим. В целом по республике функционирует 8 центров общения старшего поколения. Группа ИДКПЖ Кадынар – одна из самых активных, кто с пользой проводит здесь время. Это не только общение, но и приобретение новых знаний, а также поддержка и взаимопомощь. Представительницы сообщества убеждены, что основа активного долголетия – это здоровый образ жизни. Айрасал, Владимир Суртукин, Гыркужуге, телеканал Тува-24. Как мы уже рассказали, 10 февраля в Туве встретят Шагая. И в честь этого праздника в исправительной колонии номер 1 города Кызыла состоялась очередная встреча осужденных с артистами ансамбля ТВА. В преддверии празднования Шагая в рамках реализуемого в республике проекта «Дух народа» состоялась встреча осужденных с именитыми деятелями культуры и спорта, а также монахом управления Камбы-ламы Тувы. Осужденным показали фильм про Кангарола Андара, всемирно известного мастера горлового пения.
Программа для осужденных была насыщенной. На встрече присутствовали именитые спортсмены, которые рассказали об истории и особенностях национальных видов спорта. Далее лама Башкы прочел священные мантры и совершил обряд благопожелания. В подобных учреждениях республики большая роль уделяется проведению воспитательной работы с осужденными, которая строится на проведении различных творческих, патриотических, литературных и исторических вечерах. Данную работу сложно представить без участия в ней именитых деятелей искусства, культуры, науки и спорта. Андрей Мангуш и артисты ансамбля «Тыва» исполнили осужденным горловое пение. Проведение подобных мероприятий в исправительных колониях является одним из способов организации досуга и развлечений для осужденных. Ведь это может помочь им отвлечься от своих проблем, повседневных забот и создать атмосферу праздника и радости. Разрешите поздравить всех жителей республики с Днем Шага. Шага у нас самым любимым и популярным праздником тувинцев Шага. Новый год по лунному календарю. И пожелать всем крепкого здоровья, благополучия семьям. Реализуемый с 2021 года региональный проект «Дух народа» направлен на воспитание чувства патриотизма и развитие традиционной культуры и ремесел. Чтобы поднять дух народа, чтобы они ценили свои традиции, свою культуру. В колонии, чтобы тоже поддержать дух, чтобы они исправились и чтобы соблюдали свои традиции, чтобы мировоззрение у них, чтобы все это направлялось на то, что именно что передали нам предки. В ходе мероприятия также были проведены мастер-классы по исполнению горлового пения хумей и стрельбе из лука. Участники освоили базовые навыки меткости и точности, попрактиковались в стрельбе из лука на специальных дистанциях и улучшили свои навыки под контролем профессиональных тренеров. В очередной раз мы выражаем благодарность нашим гостям за вносимый вклад в работу по ресоциализации осужденных. Сегодня пенитенциарная система является открытой для представителей гражданского общества. Ее первоочередной задачей является не изоляция оступившихся осужденных в своей жизни граждан, а их исправление. И трудно переоценить роль представителей гражданского общества в достижении этой цели. Такие мероприятия могут иметь положительное влияние на осужденных, помогая им находить новые радостные моменты жизни в колонии. Встречи с артистами могут стать светлыми лучами в рутине, а также могут вдохновить осужденных на саморазвитие и изменение своего образа жизни. Инна Клаян, Чайхан Дангак, Софья Сая, телеканал Тува-24. На телеканале Тува-24 стартовал пилотный проект «Семейный портрет», посвященный Году семьи, который объявлен в 2024 году президентом страны. Программа создана для того, чтобы показать обществу истории и достижения семей военнослужащих, которые внесли и продолжают вносить значительный вклад в безопасность и процветание нашей страны. Это отличная возможность поделиться своим опытом, историей и семейной жизнью с земляками. Если у вас есть интерес к проекту или предложение, не стесняйтесь связаться с редакцией телеканала по номеру 30012 или оставить свои контакты в личных сообщениях. Мы будем рады вашему участию в программе «Семейный портрет». Детское стационарное отделение и детская поликлиника Барунхемчикского многопрофильного медицинского центра открыли свои двери после капитального ремонта. В обновленном здании побывали кураторы из Москвы и Кызыла. Подробности далее. По всей стране не первый год действует национальный проект здравоохранения, принятый по решению президента Владимира Путина. По его программе модернизируется система оказания первичной медико-стационарной помощи путем строительства и обновления объектов здравоохранения. На открытии нового ММЦ побывали депутат Государственной Думы Айдын Сарыглар, заместитель председателя правительства Тувы Арлан Сарыглар и министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай. Палата, бокса. Оказываем медицинскую помощь. Сейчас фактически 8 выписали.
Оказываем медицинскую помощь детям с периода новорожденности до 3 месяцев. Переезд в обновленное здание состоялся около недели назад. Сегодня в детской поликлинике и стационарном отделении дети получают медицинскую помощь в полном объеме. Установлено медицинское оборудование, созданы комфортные условия для пациентов и для работы персонала. В ближайшее время ожидается обновление мебели. О преимуществах обновленного здания с новым оборудованием рассказал молодой врач-рентгенолог Аржан Дангак. Вот недавно, в 2019 году, нам поставили новый рентгеновский аппарат. Но по сравнению с которым раньше стоял, этот аппарат имеет больше функционала, и поэтому удобно работать. И самое главное, пациентам удобно. Ну а по поводу ремонта, что скажете, нравится вам? Ну, ремонт, да, нравится. Долго ждать пришлось? Конечно, год с чем-то ждали. Ну и самое главное, пациентам трудно было туда, на взрослую больницу, ехать. То есть рентген был установлен во взрослой больнице, да? Нет, там уже стационарно стоит, а пациенты туда ходили. А этот аппарат где у вас был? Он здесь, здесь же был. То есть во время ремонта он не был задействован, да? Да, не был задействован. А теперь стало удобно, дети здесь? Да, удобно, конечно. И в первую очередь врачу удобно. Там, когда взрослую поликлинику, взрослой больнице, там амбулаторные взрослые пациенты и дети проходили. Там у нас там стояла одна рабочая станция, неудобно было. Сюда переехали, все удобно. Депутат Госдумы Айдын Сарглар обратил внимание коллектива на проводимую работу по улучшению качества жизни населения. Этому способствуют и объемы строительных и ремонтных работ в районе. Мы сумели закончить ремонт, в частности здесь, в детской поликлинике, в детской больнице. Конечно же, это в первую очередь заслуга главы нашего региона Владислава Таваричтаевича. Кем он у нас является? Он у нас является, во-первых, главой, во-вторых, генеральным секретарем партии «Единая Россия». Здесь, конечно же, есть еще заслуга партии «Единая Россия», выполнение народной программы, которая была провозглашена в 2021 году. Она, конечно же, плавно выполняется. Все вот эти вот национальные проекты, конечно же, тоже в плотной связке с партией идут. Поэтому, уважаемые коллеги, хочу вас поздравить с хорошим ремонтом. Просто я сам врач. Сколько раз я сюда приезжал по санавиации оперировать, будучи травматологом в республиканской больнице, я помню, в каком состоянии это здание было, фасад этого здания, внутри что было. Конечно, есть небольшие вопросы, возникшие сегодня, да, в ходе обхода, но это все поправимо, это все со временем, скажем так, по-медицински купируется, да? Поэтому, коллеги, еще раз поздравляю вас. Это на самом деле большое достижение вашего коллектива, вашего руководства, Олега Викторовича. Поэтому хочу вам сказать спасибо. Спасибо за то, что вы остаетесь патриотами своей республики, своей страны. В рамках посещения Барунхемчикского ММЦ также состоялось обсуждение различных аспектов системы здравоохранения республики и района. Анатолий Югай довел до коллектива решение по повышению заработной платы, в том числе о снятии ограничений по стимулирующим начислениям, подчеркнул важность привлечения населения к своевременному прохождению диспансеризации. Арес Мангуш, Ангар Кужугет, телеканал ТУВА-24. И в продолжении темы здравоохранения в республике с 2023 года наблюдается рост заболеваемости коклюшем. За весь прошлый год лечение от этой заразной болезни прошли 37 детей и 1 взрослый. Однако только за январь уже выявлено более 20 случаев заражения детей коклюшем. О мерах профилактики и лечения расскажем в сюжете далее. В минувшем году из 37 заболевших 32 человека – это дети до 1 года, то есть 85%. Детей от коклюша начинают вакцинировать с 3 месяцев. В 3 месяца первая вакцинация, вторая в 4,5 месяца жизни ребенка и третья в 6 месяцев. Также организму ребенка необходимо определенное время, чтобы сформировался иммунитет после вакцинации. Из числа заболевших детей 50% у нас дети составили до 3 месяцев. То есть те, которые по возрасту еще не успели вакцинироваться. Поэтому родителям детей
до 1 года желательно рекомендуем, чтобы они не посещали с детьми места скопления людей, потому что коклюш, ну и многие другие заболевания, да, кроме коклюша, ОРВИ, грипп, вот все эти заболевания передаются воздушно-капельным путем. Самым эффективным способом уберечься от заболевания является вакцинация детей. Нужно своевременно ставить прививки. Бывают случаи, когда родители вынуждены вместе с ребенком уехать в другой населенный пункт, но пришло время ставить следующую прививку. В этом случае врачи призывают ставить вакцину по месту нахождения ребенка. Коклюш как протекает? Оно по типу респираторной инфекции, да? Кашель, насморк, температура повышается. При респираторной инфекции интенсивность кашля длится от 2 до 6 дней. Затем кашель постепенно, интенсивность кашля снижается, да? А при коклюше наоборот. В конце первой, на 2-й неделе кашель наоборот усиливается, становится более приступообразным. Напомним, коклюш – это заболевание, отличающееся высокой степенью заразности, поражающее верхние дыхательные пути. Поскольку основным и наиболее ярким симптомом коклюша является сильный кашель, взрослые ошибочно принимают недуг за обычную простуду и своевременно не обращаются к врачу. Всего с начала года зафиксирован 21 случай заболевания коклюшем среди детей. В стационаре сейчас находится 15. Мерган Ноюн, Владимир Сюртюк, Маргарита Мангуш, телеканал ТУА-24. В стенах Центра тувинской культуры и традиционных ремесел состоялся концерт чествования победителя конкурса «Доброе сердце ТВА». Среди врачей, учителей, социальных работников, тренеров, работников культуры, волонтеров по поддержке людей с инвалидностью на мероприятии побывала моя коллега Инна Клоян. Конкурс «Доброе сердце ТВА» имени Ирины Романовой проводится для того, чтобы выявить всех людей, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, профессионалов в разных сферах. Согласно положению было утверждено 8 номинаций: добровольчество, здоровье, культура, образование, социальная работа, спорт, средства массовой информации, меценатство. В каждом направлении были учреждены свои номинации. На мероприятии объявлены и награждены победители в разных номинациях, которые были выбраны по итогам голосования жюри. Это и отдельные личности, и коллективы, проявившие особое внимание и заботу к тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Одна из общественных организаций «Добрые сердца Тувы» на протяжении нескольких лет помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым, а также участникам специальной военной операции и их семьям. И снег с крыши убирает, и окна моет пожилым людям. Это такие совершенно одноименные с нашим конкурсом «Добрые сердца». Да, спасибо большое. Победа была неожиданной, я не знал, мы просто нас попросили, мы всю информацию, то, что не хватало, мы рассказали дополнительно и нас отправили. И сегодня вот получили такую награду, мы очень рады этому и хочу сказать, что эта награда получается не только наша организация, но и те, которые с нами сотрудничали все это время. За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения Тувы и активную общественно-политическую деятельность почетной грамотой в номинации «Здоровье» награждена Далана Аюн, врач медико-социальной экспертизы. Но сегодня проходит очень приятное торжественное мероприятие по награждению наших активистов, волонтеров, которые принимали участие в конкурсе «Доброе сердце Тувы». Я очень рада за своих коллег, активно занимающихся общественной деятельностью с людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также с детьми категории ребенок-инвалид. Я сама работаю на медико-социальной экспертизе, как раз мы устанавливаем инвалидность. Да, и я знаю, что это люди с ограниченными возможностями здоровья, и взрослые, и дети, конечно, они требуют повышенного внимания со стороны общества. В этом зале собрались люди с добрыми сердцами. Каждый из них внес неоценимый вклад в жизнь человека с ограниченными возможностями здоровья. Всего было подано 77 заявок. Большинство поступило от работников сферы образования. И очень надеемся, что вот то, что движет нашими победителями, желание помогать, чтобы им заразились другие люди. Потому что вот, наше общество сильно тем, что мы вот особенно в период специальной военной операции понимаем, как нужна помощь друг другу.
нас президент нацеливает на эти задачи, что все-таки вот наше единство, наша взаимопомощь, она нам помогает. И, конечно, очень важно, чтобы мы ее проявляли тем, кому она нужна в первую очередь, людям с ограниченными возможностями здоровья. Это мероприятие стало отличным поводом отметить тех, кто делает мир вокруг себя добрее и светлее. Оно вдохновило всех присутствующих на новые подвиги и благоприятные поступки. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24. В Кызылском колледже искусств прошла презентация сборника произведений лауреата премии Ленинского комсомола Хурашола Дамба. С подробностями наш корреспондент Байыр Широв. Цель музыки – трогать сердца. Именно так можно сказать о произведениях Хурашола Дамба. На мероприятии студенты узнали много интересного из жизни композитора, а родственников и друзей охватила волна теплых воспоминаний, услышав знакомые мелодии. Хурашол Дамба Карасалович – композитор, лауреат премии Ленинского комсомола Тувы, член Союза композиторов РСФСР. Он создавал произведения в различных жанрах. Это симфоническая, камерно-инструментальная, хоровая и кантанто-ораториальная музыка, а также музыка к театральным постановкам и кино. Произведения Хурашола Карасаловича Дамба широко известны в республике. В основном песни и музыка, написаны для ансамбля Саяны. Одним из основных в творчестве композитора является жанр песни сольной и хоровой. Всего в этой области им создано более 200 сочинений. Многие стали широко известными и популярными в республике. Новатор, опередивший время. Так говорят о композиторе. Также отдать дань уважения пришел и министр культуры Республики Тыва Виктор Чикжит. В Кызылском колледже искусств проводим презентацию сборника вокально-хоровая музыка Дамба Хурашола. То есть произведение Дамба Хурашола, который составил наш преподаватель нашего колледжа искусств, творческий преподаватель. Все знают, что Монтуш Томас Ангайолович составил. И вот сегодня мы проводим в концертном зале нашего колледжа презентацию данного сборника. При собрании сборника одной из проблем было найти тексты песен, но уроку помощи протянула Национальная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина, а именно краеведческий отдел. Я начал работать над этой книгой 3 года тому назад. И здесь собраны практически все вокально-хоровые произведения композитора. Данный сборник входит 121 произведений. Состоит из 6 частей. Это первая часть песни о родине, лирические песни, детские песни, романс, патриотические песни и хоровые сочинения. На данный момент вышло 40 экземпляров сборника по 488 страниц. 10 экземпляров были отправлены в такие города, как Москва, Новосибирск, Красноярск и Санкт-Петербург. Но работа будет продолжаться, заявил Томас Мангуш. Сочинения Хурашола Дамба до сих пор остаются необычайно свежими, новаторскими, выделяясь в композиторском наследии Тувы. Мерген Оюн, Байыр Широв, Буян Оюн, Маргарита Мангуш, телеканал Тува-24. К новостям спорта. В СУБД стартовал республиканский турнир по национальной борьбе «Хуреш» среди сильнейших борцов. Всего в спортивных состязаниях принимает участие свыше 120 борцов. Посмотреть на главные состязания Нового года по лунному календарю приехали зрители со всех районов Тувы. Все хурешисты решительно настроены на победу, поэтому схватки борцов обещают быть напряженными и зрелищными. Национальная борьба играет большую роль в жизни тувинцев. Она с детства учит преодолевать трудности, быть выносливым, сохранять боевой дух. Подробнее о турнире, победителе и призовом фонде расскажем в завтрашнем выпуске новостей. Это были все новости к данному часу. В студии был Даржусад. До встречи в следующем эфире.